Традиционно заключительная в году сессия Госсовета проходит с благотворительной новогодней елкой, где на ветках открытки с желаниями детей, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и каждый пришедший может исполнить эти желания. Одним из первых открытку с елки снял президент. Рустам Минниханов подарит 14-летней Эльвине Каримовой фотоаппарат. Мечтаю о зеркальном фотоаппарате. Фарид Мухаммедшин порадует 9-летнего Тамерлана планшетом. Алексей Песошин привезет 6-летнему Шавкату Минибаеву кинопроектор. Будем вручать. Подарком для самой республики можно считать безвозмездные средства из федерального бюджета. С их помощью удалось сократить дефицит бюджета 2020 года. В окончательном расчете это 32 миллиарда рублей. Такая отрицательная сумма получилась из-за того, что поступления от налога на прибыль сократились, а расходы, напротив, выросли, в том числе в связи с пандемией. Остаток отражено в объеме 32 миллиарда рублей, но они полностью обеспечены денежными средствами, то есть источниками, они имеются на начало года. Поэтому все расходные полномочия будут в полном объеме финансированы. Как отмечают главное, бюджет 2020 года социально ориентированный. Надо отметить, что социальный характер этого бюджета более чем на 70% мы сохранили с вами. Это очень хороший показатель в условиях пандемии. В русле федеральных изменений депутаты сегодня приняли республиканский закон о патентной системе налогообложения. С января в России отменяется единый налог на вмененный доход. Как сообщили в Минэкономике, в Татарстане по ЕНВД работали более 50 тысяч юрлиц и предпринимателей. В министерстве обещают, после изменений суммы налогов в конечном итоге будут идентичны. Я не совсем понимаю разницу между тем, что было, и тем, что будет. Это первое. А второе, какой смысл сегодня, когда и так тяжелое положение, опять кошмарить этих бедных предпринимателей, заниматься этой бюрократией. Направлялись обращения правительства Российской Федерации о том, что продлили режим на единый налог вмененный доход, но тем не менее решение принято, закон федеральный был принят. Мы постарались, и для нас приоритетом было то, чтобы при разработке уже стоимости патента максимально приблизить их стоимость к той налоговой нагрузке в рамках вмененного налога, который сегодня, или который платили до этого года, или который будут платить до этого года наши предприниматели. Патентная система охватит 82 вида деятельности. К примеру, это сферы торговли, общественного питания, транспортных перевозок и другие. Мы должны сохранить бизнесы, об этом мы должны понимать. В рамках, если будут у нас возникать какие сложные моменты, мы выйдем с обращением в парламент и эти вопросы будем рассматривать. Как добавил Рустам Минниханов, в целом республика завершает год достойно. Экономика начинает стабилизироваться, и это вселяет оптимизм. И все те проблемы, которые у нас были, они тоже как-то в процессе работы будут исчезать. Сегодня на сессии депутаты предложили взять в работу проблему платных парковок. Сейчас на них практически каждая вторая машина с закрытыми номерами или вовсе без них. Снимается нижняя часть, и государственный номерной знак убирается. Это достаточно в магазине, в розничном магазине. Представляете, какой правовой нигилизм достигла степени, что можно совершенно нарушать правопорядок и законность. Как быть с этим, депутаты будут думать уже в следующем году. Парламентская работа 2020 года завершена. Как сообщил Фарид Мухаммедшин, за 13 заседаний рассмотрели более 200 вопросов. 30 законопроектов уже стоят в плане следующего года. Пусть наступающий год подарит нам оптимистичный взгляд на будущее, укажет на новые возможности, поможет исполнить задуманное. Дмитрий Аригин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.